Всем привет, меня зовут Виталий, и я из студии Call to Action. Сегодня мне хотелось рассказать вам о том, как не сделать говносайт. Все сайты делятся на два типа – говно и нормальный сайт. Первый тип – это говносайт. Их мы встречаем постоянно. Например, вбивая в поисковую строку Deadpool в хорошем качестве, мы натыкаемся на 9 из 10 говносайтов. Что мы можем встретить на таких сайтах? Беспонтовая реклама, как увеличить, что сжечь и тому подобное. Целая куча ярких цветов, которые раздражают и хочется разбить рукой экран. Также там присутствуют неработающие ссылки и куча бесполезных комментариев, которые никому нахрен не нужны. Нет смысла копаться в этой теме, поэтому давайте узнаем об основных отличиях крутого сайта. Первое – это дизайн. ГС создается при использовании шаблона, а крутые сайты разрабатываются командой дизайнеров. Часто при работе с клиентами мы можем услышать такие фразы, как «Сделайте сайт так, чтобы он мне понравился». Главное, что ваш сайт нравился вашей целевой аудитории, а только потом вам. Хочу сайт, как у них. Повторение чужих концепций – это не самый лучший выбор. Чтобы привлечь внимание или заинтересовать, вам нужно выделяться, а не использовать чужие решения. Второе отличие – размещение домена. Если сайт размещен на бесплатном хостинге типа как Юкос, мало того, что он будет не уникальным, на нем будет очень много несанкционированной рекламы, а лишняя реклама не нравится никому. Третье отличие – присутствие битых и неработающих ссылок. Всегда следите за тем, чтобы ссылки на вашем сайте работали и отвечали на запросы пользователей. Четвертое – не уникальный контент. Про то, как сделать крутой контент, мы рассказывали в нашем предыдущем блоге. Пятое отличие – низкое количество уникальных посетителей. Не бойтесь вкладываться в трафик. Есть миллион способов набить себе посетителей на сайте. Гораздо лучше, когда у вас будет 100 настоящих посетителей и от них придет 10 заказов, чем 1000 ботов, от которых придет максимум один заказ. Шестое отличие – санкции от различных поисковых систем, то есть различные виды банов от Google, Яндекса и тому подобное. Седьмое отличие – непроработанная юзабилити, то есть сайтом невозможно пользоваться. Неудобный интерфейс, неудобное расположение УТП, в принципе, все тому подобное. Итак, перейдем к тому, на что нужно обратить внимание при создании сайта. Отталкиваться будем от того, что шлак-сайт можно сделать за сутки, а разработка и тестирование крутого сайта занимает не меньше месяца. Сюда входят разработка дизайна, тестирование блоков Call to Action, ранжирование сайтов в поисковых системах, тестирование контактных форм, настройка Яндекс.Директа и тому подобное. Вообще, если быть честным, то лучше отдать это в руки профессионалам. В том случае, когда вы доверяете разработку своего сайта профессионалам, от вас требуется хорошо заполненное ТЗ. Если вы халатно отнесетесь к заполнению ТЗ, исполнитель просто-напросто сделает не то, что вам нужно. В процессе разработки сайта профессионалам мы советуем следить за его работой. Есть 3 ключевых признака, по которым лучше всего проверять сайт. Первое – это удобный, второе – это приятный и третье – это легкий. Удобный сайт включает в себя годную навигацию. А это значит, что любую информацию на вашем сайте посетитель сможет получить в 2-3 клика. При этом ему не нужно будет сидеть полчаса и пялиться в монитор. Например, если ваш сайт предлагает какие-либо услуги, на виду должны быть цена на услуги, список услуг и контактные данные фирмы. Легкий сайт – это сайт, не перегруженный бесполезной ерундой, которая не нужна вашему пользователю. Но также важно, что большой массив текста должен быть разбит на несколько страниц. Приятный сайт следует понимать как приятный для глаза дизайн сайта. Теплые тона, не слишком яркие бросающиеся краски, и без всяких всплывающихся виджетов. И запомните, исполнитель сможет воплотить вашу идею в жизнь только под вашим контролем. На этом все. Если вы нашли в нашем видео что-то полезное или оно вам просто понравилось, ставьте лайки, делайте репосты и делитесь своими вопросами в комментариях. Всем добра!